Иркутск. Продемонстрировать силу, ловкость и выносливость вышли десятки огнеборцев. В Якутском учебно-тренировочном полигоне МЧС прошли соревнования среди добровольческих отрядов. О том, с какими задачами столкнулись пожарные, в материале Ивана Кривошапкина. Здравствуйте, товарищи спортсмены! Соревнование среди пожарных добровольцев начинается с общего построения. Участники, представители 6 разных районов Якутии собрались, чтобы показать все свои навыки и высочайшее мастерство. После команды «Вольно» огнеборцы готовят себя морально, ведь впереди несколько сложнейших испытаний, требующие силу, ловкость и выносливость. В каждом виде свои сложности, свои нюансы, и всегда должен быть готовым. Именно пожарный спасательный спорт связан с спасением людьми, спасением и работа в пожаре. Спортсмены приступают к первому соревнованию. Задача поставлена непростая и проверяет оперативность пожарных. Участники должны как можно быстрее надеть тяжелую защитную одежду. Счет идет на секунды. Внимание! Марш! Если полный комплект собран за 21 секунду, то этот результат по нормативу является отличным. Участники показали, они ничем не отличаются от рядовых пожарных. И те, и другие – настоящие профессионалы. Здесь собрались люди разных профессий, среди которых строители, консультанты и педагоги. Также в ряду добровольцев немало студентов. Всех объединяет одна цель, скорее даже огромное желание спасать таких же, как они, обычных людей. Такие соревнования являются отличным подспорьем для будущих пожарных. Студенты, участвующие в подобных мероприятиях, уже в будущем будут иметь огромный опыт для вступления в ряды МЧС. Мы с города Нерюнгри, Республика Саха-Якутия, приехали на соревнования сегодня поучаствовать, проверить, на что мы еще готовы. Хочу достичь, чтобы я вступил в ряды пожарных, также можно и в МЧС. Сейчас хочу подготовиться к этому, после армии туда вступить. Следующий этап – вязание специальных узлов. За несколько секунд участники должны закрепить спасательную веревку за конструкцию. Процесс сложный даже в спокойной обстановке, а в случае реального пожара ошибки не прощаются. Марш! Всего соревнования включали в себя 5 различных испытаний. Сложнейшим и самым опасным стало покорение башни. Пробежав несколько метров с массивной лестницей и в тяжелой форме, добровольцы должны проникнуть на 2-й этаж. Задание требует особой осторожности, ведь в противном случае можно сорваться. Соревнования проводятся ежегодно, вот уже на протяжении 10 лет. Самые сильные и отважные добровольцы перейдут к 3-му этапу соревнований и продемонстрируют свои отточенные навыки уже на всероссийском уровне. Иван Кривошапкин, Василий Соловьев, Вести, Якутск.